Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», поэтесса, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Шамсия Зигангирова. Шамсия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Хайырлы көн, добрый вечер, добрый день. Шамсия ханым, вот вы как-то сказали о себе, что вы «Йөрәгендә олы сөю йөрткән йолдызы мин җирнең». Я звезда, несущая большую любовь в своем сердце. Вы действительно такая? Нет, наоборот. Я женщина, которая ношу звезду в своем сердце. Даже так. Потому что мне слово «звезда» не нравится. Потому что ты еще особо ничего не добилась. Народ тебя звездой еще и может и назвать. Ну, я могу поспорить с этим. Я очень часто читаю комментарии. Я не люблю, когда вас называют звездой. Кого-то звездой называют, или люди себя звездой называют. Нет. Но ведь «Сию йөрткән йолдызы» жирный. Шамсия ханым, но вот я часто встречаю комментарии на ваши стихи. Люди очень любят ваши произведения, ведь вы пишете о любви, вы пишете о матери, вы пишете о родной земле. Да? Вот скажите, пожалуйста, вот часто говорят, что у татар все песни, все стихи только про любовь, только про родной край. Но, может быть, это и есть вот как бы характер татарского народа. Может быть, это как раз и олицетворяет вот тот самый менталитет людей, которые вышли из сельской местности. Как вы считаете? Можно и так повернуть, можно и по-другому как-то объяснить. Допустим, вы тоже правы. Не любя свою родную землю, не любя свой родной язык, родителей своих, нельзя полюбить всю Вселенную. Людей, других наций, допустим, других людей. Это одна правда. А другая правда, у нас татарская литература очень богатая, имея более 1000 лет за спиной, можно, если так выразиться, на разнообразные темы пишут. Но у вас вот стихи про любовь, они особенно такие трогательные, особенно трепетные. Откуда это вот исходит из самого сердца? Если ты сама не поверила в эту любовь, ну, в эту тему, в данную конкретную тему, на которую ты пишешь, лучше не надо браться писать. Я через себя, через свою боль, через свое сердце все это пропускаю. И я люблю. Тут имеется в виду не только любовь к противоположному полу. Я люблю все. Люблю даже каких-то букашек, какие-то растения. Я люблю даже тех, кто вас не любит. Кто меня не любит, да. Люблю всех, к сожалению, может, иногда. Я всепрощающий, я обиду никогда не могу держать. Говорят, а ты, наверное, обиделся. А я и не подумала, я не обижаюсь. Шамсия ханым, это прекрасное чувство, кстати, и прекрасное свойство, да, характера. Шамсия ханым, но вот ваши стихи, они ведь написаны на таком правильном татарском языке, на настоящем, да, на классическом, это классическая, можно сказать, литература. Но вы очень часто используете такие слова, которые уже выходят из употребления, как бы нам не было жаль, да. Вот, например, я тут нашла одно стихотворение. Жиккен генә атның турлары үргә таба ыргып менмидер, гомерләрнең ике килмәгәнен гамсез генә бәндә белмидер. Вот гамсез, да, ваимсыз. Да. То есть сейчас же уже практически не говорят. Говорят, что нет. Там башсыз, тыныч түгел кеше, имя. Как вы считаете, вот все-таки наше познание в татарском языке, как они должны развиваться дальше? Вот многие же эксперты говорят, что татарский мы должны сохранить хотя бы на бытовом уровне. Вы с этим согласны или нет? Ни в коем случае. Если ты по-настоящему не любишь этот родной язык, каким языком ты появился на этот свет? Мы появились, вот именно что лично я, допустим, я появилась на этот свет татарским языком. Меня родила мама татарка, отец у меня татарин. Но есть, правда, смешанные семьи, но в смешанных семьях там дело другое. Там тоже должны 2 языка знать. Язык отца, язык матери. Но, опять-таки, мы же вот про любовь говорили, если, не любя по-настоящему что-то, я не имею в виду только язык, нельзя говорить на этом языке или нельзя воспринимать природу во всей красе. А я очень люблю свой язык. Шамсия ханым, я вот тут у вас в стихах увидел, что вы маму называете не только «эни», да, как говорят татары, говорите «инекей». Это тоже по-татарски? Я вот извиняюсь, когда я впервые еще в школе-интернате оказалась, мне говорят, ты на каком языке разговариваешь?
инакей, неме, бельмеем. Вот мы так разговариваем, потому что мы очень прекрасно знаем, что диалектов очень много у татарского языка. Вот у нас такой диалект красивый. Если я маму уже как-то случайно, вот приехала я из города, городская вся, если я маму назвала бы Энни, она обижалась на сестру старшую, она у нас жила в Башкирии, у нас жизнь был нефтяником. Вот она, ей, видать, стыдно стало, что Инакей, Энкей. Энкей у нас зовут свекровку. Мама обижается, зачем, говорит, меня называть Энкей, говорит, Инакей бит, бит Инакей бит. У нас деревня, на одной стороне реки Татарстан, на другой стороне Башкортостан. И я свой человек среди татар, которые живут там в Башкортостане, потому что они разговаривают, как я, на моем татарском, на таком диалекте. И я, когда в Башкирии оказываюсь, вот люблю вот таких татар. Муфтадин Гыляжев мне звонит, миним кадрлярым, мы с ним когда-то песню сочинили. Вот мне звонит. Ускем кеем, инакеем меня топкан да Коран Корана. Мне до чего так хорошо стало. Я живу в Казани, и он на моем языке разговаривает, живучи в Башкирии. Это мой язык, татарский родной. И я в Башкирии особенно с удовольствием с татарами там разговариваю, потому что мы понимаем друг друга. Очень даже понимаем. Это же мензелинский говор, да? Это мензелинский, самый распространенный, между прочим, в Башкирии. Очень даже. В Азнакаево, в Муслюмове, в Альметьевском районе, в Мензелинском районе, Актанышевском районе. Вот мы так разговариваем. В Бакалах тоже, в башкирском. Вот Бакалы. Нам в Бакалы 8 километров, а Муслюмово 40 километров. А до Казани сколько? До Казани 400 было. Сейчас стало 350, потому что мы уже выпрямили немножко дорогу. Да. Вот. Ну, это мой татарский, родной, с рождения мой язык. Хотя я нынче пишу на литературном, хотя я разговариваю с людьми на литературном, вот вы говорите кухонный какой, а я только вот перешагнула в деревню мою. Раньше Каркапка были, сейчас Каркапка уже юг, а дети говорят, ах, и они выстрелили, Селяша вошла, да. Я уже начинаю инакеем, немекеем. Мензелинский говор самый древний, самый такой правильный раньше считался. Хотя говорят, что литературный язык, он основан на основе Арского района, на говоре Арского района. Нет, на нашем говоре, потому что он такой... Не на среднем диалекте, а именно мензелинском. Вот он певучий такой, там очень много красивых слов. Ой, Шамсия Ханым, скажите, ну вот вы, конечно, родились в деревне, да, но вы выросли в Казани. Откуда тогда вот эта тяга ко всему вот деревенскому, ко всему вот к этому... Гены. Гены? Наследственность. Я родилась от большой-большой любви и воспитана вот этой любовью ко всему, ко всему. Спасибо моим родителям, особенно моей маме. Шамсия Ханым, ну вы не боитесь того, что если у нас дети будут знать только бытовой язык, то что не будет людей, которые бы читали и понимали Тукая, читали и понимали бы Гаяза Исхака, и уже ведь есть такие. Ваши стихи бы никто, просто бы не понимали люди. Зная только бытовой язык, сохранить нацию, сохранить язык невозможно. Невозможно. Меня ругают, я же вот около 30 лет уже работаю на радио. Мне говорят, вы не правы. Молодежь вашего разговора, вашего языка не поймет, потому что они совершенно по-другому разговаривают. Меня не волнует, потому что, допустим, если ты по радио говоришь, я иногда думаю, ой, надо это слово употребить, потому что забывается вот это слово. Вот Гамсис, да. Пусть посмотрят перевод. Да, пусть они это все, ой, пусть прислушаются и подумают, какое красивое слово, какой красивый язык. Ну, у вас, кстати, вот очень часто встречаются именно такие какие-то нравственные, поучительные, воспитательные произведения. Вы очень часто критикуете и наше общество, которое там погрязло в пороках. Вы все эти пороки описываете. Вы говорите, что люди должны вернуться к своим ценностям, да, к своим корням. Вы, значит, действительно переживаете за все происходящее? Я, наверное, скорее всего, не общество критикую, а людей, живущих в этом обществе. Общество, оно меняемо, как изменяемо. Оно сегодня так, завтра эдак. Мы политику регулировать никак не сможем. Но люди, они должны не приспосабливаться к этому обществу, не меняться. Вот сегодня эдак, завтра эдак.
человек должен оставаться человеком. Если уж будем говорить о сохранении языка, о сохранении каких-то нравов, Традиций, Традиций. Да, своих обычаев. Мгм. вот ты родился русским, татарином или там кем-то, ты полюби сперва свою нацию, свой язык, свои нравы. Через любовь к своим корням можно полюбить других. Людям сейчас надо, чтобы деньги были, чтобы сыто были, кормлены были. Раньше же в семьях было по 8, Вот 10 именно детей, а сейчас мы боимся двоих прокормить. Ну вот вы рассказывали о своей маме, которой вообще было суждено было остаться неграмотной, да, но при этом она ведь все прошла, но и самое главное, она хотела выучиться, хотела вот познать, да, и знала несколько даже график, да. Да, и детям, чтобы дети тоже грамотные были, чтобы дети дальше пошли. А то есть она в какой период именно попала? Период перехода? Она же период перехода с арабского на латинский. И Бабай, будучи муллой, он сказал: ты шайтан сабагу окуп йөрмәячәксең. То есть на латинице не будешь учиться? Потому что вся литература была, она уничтожена на арабском. Вот подумайте-ка, веками все шло, все произведения, все было уничтожено. Это же трагедия очень большая. А он, будучи муллой, вот вдруг в один день все это исчезло. И вдруг его дочь идет на латыни учиться в школу. Он сказал: шайтан сабагу окуп йөрмәсең. И просто прекратила, чтобы она дальше не училась. Не только она, у них было 13 детей, один, правда, умер в малолетстве. Мама, она 12-я. Тем не менее, вот мама самостоятельно выучила арабскую графику, да, то есть могла писать. Латинскую и кириллицу. Потому что без кириллицы ей тоже. Я же очень рано уехала в Казань. И мы переписывались вот, письмами. Раньше письма писали, я все письма храню. Вот нам надо сегодня на арабском пишем. Надо на латинском, на латинском. Надо секретничать. Другие же не могут читать. А когда я маленькая была, она мне записки оставляла на латыни. У меня сестра вот старше меня, она немножко лентяйка была, она не изучала латинский. А мне помогло вот латинский. Я уже в детстве знала. До школы еще. Шамсия Ханым, смотрите, ну, значит, люди как стремились к образованию, да? Это все-таки у татар, наверное, в крови. Однозначно. Мы же говорим: ой, безграмотные были, сплошная безграмотность была. Нет, безграмотными не были татары. Никогда. Тюркским народом все несли знания. Это мы по истории знаем. Все преподавали и в Тюркмении, и в Турции. Понимали, как бы он общий старотатарский, общий тюркский язык был. Мы только сейчас вот раннюю период здесь читаем, мы мало что понимаем. Уже сложно. Уже сложно, потому что мы отошли как бы. И мы еще, мало того, мы же о бытовом разговоре сейчас ведем речь, не о литературном татарском. Мы отходим вот от этих, то, что имеем еще на сегодняшний день. Шамсия Ханым, ну скажите, а какой период, вот, по вашему мнению, вот в вашей биографии, в вашей жизни был самый благоприятный именно для развития языка, для развития народа? Как вы считаете? В любом периоде моей жизни я любила этот язык. И всегда были читатели, всегда были почитатели? Всегда были. Лично у меня всегда были почитатели. Если мы про меня только говорим. Но поэты же, писатели, обладатели пера не должны только о себе думать. Вот мы 90-е годы как бы свободу получили, как нам Ельцин сказал: берите сколько хотите, но она настоящая ли свобода была? Основное население как-то не занималось вот нравственными какими-то культурными проблемами. Но основная масса жила по талонам. И мы жили по талонам. Это был очень трудный период, тем более для меня. У меня муж болел раком, я жила с подселением. Мне хоть не живи. С 2 детьми, живя в подселении, я осталась одна. Там ни мяса, ни макарон, ничего нет. Но если б я на первый план вывела вот это: ой, мне кормиться нечего, ой, мне жить... Не на что. Не на что. У меня и дети бы не знали языка, потому что, когда муж болел, я училась во 2-й гимназии нынче, а тогда называлась 10-я школа-интернат. В 90-е годы, насколько мне помнится, татарских школ уже практически на 90-е годы не оставалось. Я могла бы детей туда водить, живя в Приволжском районе. Но у меня очень было больших проблем. Проблемы были у меня. Муж болел, я уже говорю, жили с подселением.
дети у меня обучались в русской школе. Они сейчас обнимают меня и плачут. Мам, говорит, спасибо тебе, что ты дала понять, что без языка, без моего любимого просто человеком быть нельзя. Дочь меня обнимает. Мама говорит, спасибо тебе. Сен менің тілімнің ләззатын, бүтін нәзәкәтлілігін меңа бирдің, шуны танырға үйреттің, шуны яратырға үйреттің. И сын у меня вот прекрасно разговаривают, грамотно пишут. Разговаривать одно, грамотно писать тоже надо. Я не говорю, что я очень старалась, и не говорю, что я не старалась. Я старалась, чтобы они знали мой язык, мой красивый, родной язык, чтобы они знали, полюбили, любили на всю жизнь. Да, изучение, смотрите, это ведь тоже какая-то в определенной степени борьба, да? Однозначно. И я довольствоваться тем только, что мои дети знают. Не хотите? Не приходится, да. Потому что я поэтесса как-никак. Я хочу, чтобы все понимали это. И русские, и татары, вот все, которые не любят свой родной язык. Как-то разговаривают на бытовом уровне, как попало, допустим. Надо красиво разговаривать. Ну вот вы, кстати, затронули тему, вы как раз ведь и закончили эту школу, да? 10-ю школу, сейчас там находится вторая татарская гимназия. Да. Вот вспомните вот те годы, вот когда вы там учились, вообще как в городе обстояло, насколько язык его можно было слышать, как у вас шло обучение, преподавание? Там она ведь всегда была, кажется, татарской? У нас не все предметы на татарском преподавались. Те, кто хорошо знали русский язык, надо так говорить, допустим, химию, физику, биологию, еще какие-то, математику мы как бы изучали на русском языке. Да. В основном, если мы уже занимались родным языком, мы занимались родным языком. Во всем понимании, во всей широте. Вот просто... То есть родной язык был на хорошем уровне, да? Преподавание родного языка. Потом вся школа, все татары, там же со всех концов республики, отовсюду сироты, круглые интернат. сироты. Да. И в то же время для одаренных детей. Вот. Я по всем параметрам как бы подошла. Я любила очень математику, очень любила математику. Вот, тем более сирота наполовину, вот, поэтому я туда попала. Но вы часто пишете для детей? Ваши стихи для детей. Это какие стихи? О чем они? Детские они стихи. Детские? Они какие-то, вообще какие? Это, наверное, очень сложно, да? Вот говорят, что сложно снимать, например, в кино детей и животных. А вот писать для детей сложно или нет? Сложно. Должно быть. Но для этого надо научиться... Понимать их? Думать, как они, играть, как они. Вот надо ребенком стать на время. Часто меня критиковали учителя, говорят, почему ты на взрослую тему пишешь? Я еще маленькая, я с 3 лет первое свое стихотворение помню, с 3 лет. Другие, правда, не запомнились. Почему, говорит, на взрослую тему пишешь? Пиши вон про двоечников. Я же где-то там хожу, где-то брожу, я попадаю в эту среду как бы, благодаря небесам. И пишу на какие-то темы. Я же это не выдумываю. Я вообще вот не знаю, как другие пишут. Как-то зашел разговор, Камиль Каримов говорит, а я вот ревную, говорит, когда другие пишут. Я приду, говорит, домой, я должен обязательно писать там столько-то строк. У меня такой мысли нет. Я, несмотря ни на кого, я могу 3 месяца не писать, полгода не писать. Я жду вестей оттуда. Ну, тут, конечно... Вот, а сейчас какие вести приходят? Чем сейчас занимаетесь? Я пока с вами разговариваю. Вот вы уйдете от волнения, от общения с вами. От эмоций, да? От эмоций, думаю. Там ведь не определить. Говорят, а в какое время суток вы пишете? Там не определишь. Когда вот весть придет, я тогда и сяду, напишу. Я просто перевожу на бумагу. Я слова там не выдумываю. Если я уже начинаю выдумывать какие-то слова, я уже перестаю, значит, нет. Но я знаю, что на вас очень сильно действует и вот уход целой эпохи, уход людей, да, целой эпохи. Вот недавно мы прощались с Нажибой Апой Ихсановой, да, вы писали стихи о Хане Фархи после ее ухода. То есть вот это вас тоже очень сильно, да, вот дает какой-то импульс, да? Вот и от людей рядовых слышишь, ой, уходят просто золотые люди. Это достояние нашей нации,
достояние общества, достояние не только татар, вот всех. Нажибу Ихсанову тоже, я думаю, не только татары любили, все, кто театр любит. Мне просто обидно, в первую очередь за маму, что она не должна была никогда уходить. И во вторую очередь, вот люди искусства, я не знаю, жалко. Как будто они всю жизнь будут всегда Вот живы, они да? должны были бы жить. С Серегабой Бахманом мы вели 22 года Хайрлирта, программу Хайрлирта. Он, бедняжка, бывало разное время, и жена умерла, и он болеет. Я в больницу с этим своим магнитофоном, там его записываем. Он не должен был уходить. Он до чего любил жизнь, до чего он любил людей, до чего он любил язык, до чего он любил мое творчество. И он как-то говорил, я, говорит, через твои стихи пришел, говорит, к поэзии, к татарской поэзии. Это его слова, я не придумала. Вот такие люди не должны уходить, как бы. Не должны были бы уходить. Потому что после них Пустота мы остается. какие-то не совсем такие. Не такие мы вот блестящие, что ли, если можно так сказать. То есть как будто уходит часть Да. нации, да? Часть нас всех. Да, да. Но ведь они сохраняются в своем наследии. Вот я с Ильхамом была знакома тоже. Мы с ним общались. Я сейчас радуюсь. Почему? Потому что их творчество, их труд на века остается. Ильхама, допустим, конкретно Ильхама привести, его никогда никто не забудет. Допустим, если даже я боюсь допустить, что татар станет очень мало, что мы как нация можем исчезнуть, но Ильхам останется, я так думаю. И Нажиба Ихсанова останется, и Туфан Минулин останется. Они просто не должны... Вне времени? Вне времени они, да. Вне пространства, вне времени. Потому что Всевышний не даст. Но вам все равно повезло. Вы ведь с этими людьми, как говорится, успели пообщаться. Вы этих людей знали. Вы росли и жили в совсем другой атмосфере. Так ведь? У меня в характере вот не было того, что я хотя говорят, ой, ты смелая, нет у меня смелости. Я как-то подходить ко всем, общаться, то вот запросто я не могла. Кирик Бахману, ее, когда вот программу мне поручили вести на радио, когда я еще впервые только пришла, программа она ничейная была, никто не хотел вести. Я с таким трудом к Бахманову подошла. Просто мне стыдно как-то. Они же такая высота, такая величина. Подойти как-то сказать, я вот такая-то. Меня тоже ругают, ой, если бы я была Шамсия Джихангирова, я бы пеньком все двери открывала бы. Вот у меня в характере этого нет. Я люблю вот таких людей. Они, будучи талантливыми, вот они такие скромные, широкой душой, вот с ними легко, с ними хорошо. Ну, у вас имя Шамсия. Да? Свет по-арабски. Солнышко. Солнце. Шамс, да, солнышко. Носительница как бы солнца, получается. А мама, когда в детстве маме говорю, у меня Энисия, Холисия, Эльфия. Почему, говорю, вы мне имя не нашли? Я плачу, рябу вовсю. Такое, говорю, некрасивое имя мне дали. Мама говорит, это же солнышко означает. Ты еще не понимаешь, говорит, будет еще, говорит, время, подойдет время, ты еще, говорит, будешь знать значение слова. У нее же имя Мусаллия, намазу кощу хатамказ. Вот. Говорят же, имя диктует твою судьбу, поведение твое. Вот. Я очень рада, что мен Шамсия Джихангир, Джихангир же завоеватель вселенной, Гатуф, как бы человек широкой души, искренний, вот такое значение. Вот все подходит мне. Шамсия Ханым, ну, я бы хотела, чтобы вы для наших зрителей все-таки что-то прочитали. Свое самое любимое, самое такое, как говорится, то, что выходит из самой души. Говорят же, когда человек уже стареет, он начинает думать про детство. Я, хотя про детство думаю всегда. Одно последнее стихотворение «Парлысет». Көтү әле яңағына қайтқан, урамға таралған сүт исе, бала шағымның яқты хатирәсе, ап-ақ хатирәсе, сүт төсле. Кишкенгер, әнкәм сыйыр сауа, 10 литрлы шиләк тутырып, мен сабыр гына көтеп торам, күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр, кузгалыр урыныннан сыйыр да, дуга кылыр әнкәм эштән генә Худайның бу биргән сыйына.
Аннары миңа таба борылып әйтер: "Кызым, бераз гына көт." Сузар гадәтенчә чиләгеннән шынаякка салып парлы сөт. Бисмиллахны оныта күрмә, кызым. Онытмасаң, бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч, бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәсидән кәм. Ышангандыр шит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер, рәхәт күрми гомере үткәнгә. Мин эчәм сөтне каударланып, борыныма куна күбеге. Башка бер җирдә юк парлы сөтнең, шул бала чактагы кебеге. Әнкәм дә юк, сыер, парлы сөт тә, авылда елдан-ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фанилыгын зират кына искә төшерә. Теперь я понимаю, почему у вас так много поклонников. Это настолько чувственно, настолько трогательно. Спасибо большое, Шамсия ханым. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостьей нашей программы стала поэтесса, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Шамсия Джихангирова. Шамсия ханым, тамбыркот. Рахмет. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Илтифатыгыз өчен спасибо за внимание.